Здравствуйте, идут выходные, сегодня пятница, и я бы хотел сегодня рассказать вам о сериалах, которые бы я начал смотреть уже бы сегодня, потому что они наверняка будут иметь длительное продолжение, и если там какой-то сериал насчитывает там порядка 5-6 сезонов по 10 серий, ну просто я думаю, вы не сможете начать его смотреть, потому что это очень будет длительный процесс, и лучше начать смотреть это сегодня. 5 сериалов, которые, произвели на меня впечатление. Первый сериал, о котором я скажу, все, наверное, сразу догадались, это «Игра престолов». То есть, сериал фэнтези, говоря просто сказка, да, сказка, которая, в принципе, смотрится на ура, и я думаю, что сериал, который вообще стоит посмотреть, но начинать смотреть его сначала, потому что там буквально что-то где-то упустил, и ты уже не понимаешь, что происходит, поэтому сериал, сказка очень красивая, очень такая захватывающая, с неожиданными развязками, с неожиданными поворотами. Я думаю, вам будет интересно посмотреть обязательно. Сериал называется «Игра престолов», и начинайте смотреть его с самого первого сезона, находите обязательно только в хорошем качестве, потому что очень красочный, очень яркий сериал. Вообще бесподобный. Я не любитель фэнтези, говорю сразу, но этот сериал я не знаю, смотрю, как и везде, наверное, в мире, смотрю его с удовольствием. Значит, этот сериал уже идет очень давно, поэтому, конечно, нужно начать именно сегодня. Следующий сериал, о котором я поговорю, называется он «Хэп и Леонард». Это такая детективная история, состоящая из 2 сезонов, по-моему, по 6 серий в каждом сезоне, с приключениями 2 героев, с такой не очень простой судьбой, которые с волей судьбы стали братьями сводными, назовем. Это, опять же, такой детектив. Я не буду пересказывать его содержание, но очень неплохой такой сериал. Единственное, что в нем есть такой нюанс, один из героев человек не очень традиционной ориентации. Но если вы относитесь к этому, в принципе, так, то есть вам до этого все равно нет дела, то, в принципе, не заостряйте на этом внимание. Сериал очень такой интересный. Опять же, такой детектив, приключения, все вместе, все происходит достаточно подвижно и очень интересно. Говорю, на сегодняшний день, по-моему, 2 сезона есть, по-моему, буквально по 6 или по 7 серий, но сериал этот тоже стоит посмотреть, я думаю, он заслуживает такого внимания. Легенький, спокойный, я думаю, доставит вам удовольствие, если вы посмотрите его в выходные. Следующий сериал, о котором пойдет речь, это сериал «Области тьмы». Значит, вы знаете, я опять же говорю, я не любитель молодежных каких-то сериалов, молодежных фильмов и всего прочего. Это сериал такой, фантастика такая, но он очень интересный, он очень такой, знаете, очень легко смотрится, очень интересная история про парня, который принимает специальный препарат, который повышает, способствует работе мозга, да. Тоже, я не знаю, мне очень нравится его смотреть. На сегодняшний день там тоже, по-моему, 2 или сколько-то там сезонов, или 1 сезон, но там много очень серий. Поэтому начинайте смотреть сейчас, потому что он тоже, видимо, будет иметь такое бесконечное продолжение. Есть что посмотреть. Очень интересный сериал. Хоть это и фантастика, но, по-моему, стоит на нее очень серьезно обратить внимание. Значит, еще один детективный сериал, который, скажем так, тоже достаточно интересный. Сериал называется «Касл». Он очень известный, там, по-моему, уже 8 сезонов в нем. Начинать нужно тоже, обязательно начинайте с 1-го сезона, потому что, теряется иногда смысл, поэтому нужно начинать с 1-го. Значит, сериал детективный, сериал такой тоже достаточно держит постоянно в напряжении, с юморочком, то есть легенький такой, очень неплохой. Игра актеров очень хорошая. Мне всегда нравится игра актеров, я для себя отмечаю, что как только актеры играют хорошо, сразу же вариантов нет никаких. Значит, «Касл» сериал, тоже смотрите обязательно, очень прикольный сериал, и я думаю, что тоже вам будет очень интересно. И сериал, который я бы поставил вообще на 1-е место, о котором я, наверное, мог бы говорить просто бесконечно, и который произвел на меня, огромное впечатление. Я просто когда начал его смотреть, я посмотрел все сезоны до конца, потому что, я не знаю, игра актеров, сюжет, все эти истории детективные, понимаете, это как такой сериал, который выстроен в виде длинного фильма. Я думаю, что вы начнете смотреть, если вы
начнете его смотреть с первого сезона, я думаю, и вам вот понравятся первые какие-то серии, я думаю, что в последующем вам будет очень интересно, очень такой захватывающий сериал. Говорю еще раз, очень длинная история, трагичная, ну тоже как бы с чувством юмора снято, вообще изумительный сериал, такой, ну триллер назовем так, сериал-триллер такой. Вот, я тоже пересказывать не буду, вам просто нужно посмотреть. Игра актеров просто изумительная, держит постоянно в напряжении и все такое. Я единственное хочу обратиться к тем людям, которые не смотрят американских, западных, там, немецких, французских или прочих сериалов, которые воспринимают больше сериалы, скажем, там, ну, те, которые у нас показывают, там, скажем, телекомпания НТВ, да, там, ну, тогда, наверное, это не ваши сериалы, но, в принципе, можете попробовать, потому что у вас будет тогда возможность сравнить качественные сюжетные сериалы с тем, что вы видите по НТВ. Приятного просмотра, хороших выходных, начинайте смотреть уже прямо с пятницы, с вечера, я думаю, у вас будет хорошее настроение все выходные. «Менталист» самый, наверное, эффектный, самый лучший сериал, который бы я поставил везде на самое первое место и самую верхнюю строчку. А актерам обязательно дал бы Оскара, потому что, ну, сыграли они просто превосходно. Удачи вам, хорошего настроения, хорошего отдыха, хороших выходных. Подписывайтесь на канал, я всегда рад вашим посещениям, вашим лайкам и вашим комментариям. До свидания.